Не лезь, я тебя убью тебя. Просто прибью тебя. Дорогие друзья, сегодня я общаюсь с легендарным человеком, выдающимся якутским режиссером Карлом Лазаревичем Сергучевым. Однокашница моя, это Алла Борисовна Пугачева. В «Министре» пропал режиссер. Знаешь такую группу «Чолбон»? Он говорит, знаю, я говорю, у них обуви нет. Там были директора разного такого стиля руководителей, которые не то что не имеют отношения к театру, а их нельзя допускать к театру. Губа лося, нога медведя. И после этого он говорил в зал: спать. И первые 3 ряда падали. И я тогда сказал, я в Якутск не приеду. И меня не было в Якутске 11 лет. Вот ты знаешь, я тебе скажу, вот я путинец. Вот я вот конкретно путинец. Жизнь Карла Лазаревича — это и драма, и комедия, и детектив, и фантастика, и триллер, и где-то там трагедия. Да, вот жизнь настоящего драматурга, она наполнена и сама драмой. Поэтому я надеюсь, что сегодня у нас будет эмоция, у нас сегодня будет драма, будут взлеты и падения. Будет и комедия, наверное. Я хочу, чтобы каким ты бываешь в жизни, вот в разговорах, да, вот я хочу, чтобы это ты раскрыл. Это тогда передача будет часа 3. Понимаешь, что вы... Ну, в то же время давай попробуем это все уложиться. Представьте, что вы пришли в самый дорогой ресторан, заказали себе самое дорогое блюдо, начинаете есть и понимаете, что не чувствуете вкус. И если у вас нет вкусового чувства, то вы будете хотеть идти все более и более дорогие рестораны, но вам это не будет доставлять удовольствие. За последние несколько лет мы все пережили страшную пандемию, сейчас идет спецоперация, и все это, конечно, вызывает в каждом из нас внутреннее напряжение, стресс, и все это накапливается. Мы живем в этом напряжении и уже привыкаем к этому. Нам кажется, что это нормально, что постоянный стресс, тревога, вот это состояние, нам кажется, что можно только так, и никакого просвета и изменений быть не может. Мы это принимаем и живем с этим уже годами. Это действует на все сферы нашей жизни, так называемое качество жизни падает. То есть ты можешь быть и очень успешным человеком, но ты не можешь до конца быть счастливым. А если я вам скажу, что есть возможность освободиться от этого, что есть специальные обученные люди, есть специальная наука, психология, которая занимается именно этим. Освобождает вас от страхов, от обид, от стрессов, помогает управлять стрессом, управлять своей жизнью и резко повышает качество вашей жизни. И я хочу порекомендовать вам Центр Надежды Васильевой, который работает уже больше 7 лет в городе Якутске. Тысячи людей получили здесь квалифицированную помощь. Здесь работают очень опытные психологи. Когда я говорю опытный психолог, что это значит? Это значит, что когда вы приходите с проблемой, которая для вас совершенно уникальная, для психолога опытного, это может быть уже какой-то случай в практике. И он уже знает, какие методики наиболее эффективные, научные, проверенные, испытанные нужно использовать для того, чтобы быстрее решить вашу проблему. И именно такие психологи работают в Центре Надежды Васильевой. Вот здесь телефон, сайт, QR-код. Проходите, записывайтесь и делайте свою жизнь более качественной. Самая большая нереализованная мечта. Здесь трудно сказать, наверное. Что такое нереализованная мечта? Ну ладно, нереализованное желание. Вот желание какое-то есть. Так есть миллион желаний и
Не мечта, а мечты. Ну вот самое большое. Может, вертолет купить, вот хотел, но не купил. Нет, ты знаешь, что-то приобрести именно, вот купить, такого определения нет у меня. Или орден какой-то получить. Или Орден получить. построить Орден... собственный театр имени своего имени. Ну что-то такое должно же быть. Нет, такого ничего нет. Представляешь, нету ничего такого. Ладно, тогда самая большая реализованная мечта. Самое реализованное, наверное, желание, мечта — это начать понимать мир. А мир он такой, он очень неожиданный, очень яростный, очень опасный. Даже, казалось бы, в такое благополучное время он хранит за собой очень много тайн. Очень много. Потому что человеческое желание, оно пересиливает возможности всегда. Вот я пытаюсь это затянуть вот в такое бытовуху, в приземленное. Нет, понимаешь, все равно улетаем в философию. Нет, здесь, наверное, нельзя сказать какая-то философия. Вот, потому что, когда ты молод, ты забываешь о всем. Забываешь об окружающих, о родственниках, о родителях. Забываешь обо всем. Вокруг суетится мир, ты думаешь, вот это успеть, это успеть, это успеть. И в результате ничего не успеваешь. Ладно. Понимаешь? Но потом, когда ты начинаешь продумывать обратно, вдруг кажется, слушай, хотя бы даже взять простую вещь. Однокашница моя, это Алла Борисовна Пугачева. Мы с ней учились вместе, значит, да? И таких людей очень много. Тот же самый Гусинский, он учился на год старше на режиссуре Бориса Ивановича Равенских. Тот самый Гусинский, который стал банкиром, который создал НТВ, который уехал в Израиль, и Вовка Гусь. Такой вообще интересный был парень. Встречи выпускников бывают, вот Пугачева, Гусинский, ты встречаетесь, вспоминаете студенческие годы? Нет, мы не вспоминаем. Вот, например, мы с Андреем и собираемся и вспоминаем кого-то из института. А помнишь. Так же, как вот в Мексику прилетели, я говорю, помнишь, Хосе Кортес? Был мой друг Хосе, мы же с ним жили в одной комнате. Мексиканец. Я говорю, помнишь, вот был такой студент. Вот. А он говорит, помню, бородатый такой, да, все хорошо. Я говорю, вот классно вот приехать сюда и встретить. Выходим из автобуса, не выходим, вернее, автобус подъезжает к зданию, двери открываются, стоит Хосе Кортес. Понимаешь, и говорит, этого человека я знаю, Карлитос! Понимаешь? Этой весной с огромным успехом прошла опера «Евгений Онегин» на сцене театра оперы и балета имени Сорно Моллана. Вот я хочу, чтобы ты рассказал об этом с точки зрения драмы. Какая твоя личная драма была? Потому что я знаю, что ты долгое время не ставился на этой сцене. Какие драматические моменты тебе пришлось пережить, перенести в вашей команде для того, чтобы эту выдающуюся работу реализовать? Вот смотри, вот театр оперы и балета Якутска, он очень зависимый от своего руководства. И некий такой период после того, как я ушел из этого театра, мне помогли уйти. Значит, там были директора разного такого стиля руководителей, которые не то что не имеют отношения к театру, а их нельзя допускать к театру. Так. Да. Вот говорил Гаврилович Месников, Сюрский, просто им противопоказано работать в искусстве. Ты зря смеешься, потому что очень много моментов сделано, при том, что они неплохие менеджеры. Но у них, как у всех руководителей театральных, наверное, амбиции и момент
и желание стать актером и стать великим актером побеждает всегда. А для этого нужны другие мозги и другое мышление. Поэтому я как бы, и после того, как я отошел от театра, от руководства театра, они меня туда не то что не пускали, они боялись меня туда пустить. Потому что если я появляюсь в коридоре, они могут уйти через другой коридор. Вот до такого доходило. Потом доходило до того, что на вахте меня спрашивали, а вы кому? Значит, ну я же был худруком театра, поставил, по-моему, неплохие спектакли. Вот. Как один из актеров сказал, что Карл Лазаревич, вы поставили спектакль «Паяццо», он пел Канева. Он сказал, это вот такая роль, которую можно исполнить и умереть. Вот он ее исполнил и умер. Вот сейчас драма пошла. Да. Ну вот Евгений Последний Онегин, вот да. Евгений Онегин, это возник уже, эта идея возникла с новым руководством театра, очень адекватными людьми, особенно новый директор театра Левочкин. Значит, он мыслящий человек, именно творчески мыслящий человек, он такой талантливый. И этот талант сказывается и в руководстве. И, кстати, у него не возникло никаких вопросов, почему Карл Лазаревич, кто такой Карл Лазаревич. Вот. Он когда услышал, что давайте пригласим Карла Лазаревича, он сказал, давайте пригласим с удовольствием. И они пригласили меня поставить Евгения Онегина. При том, что мы поставили этот спектакль с учетом АГИКИ, учетом Высшей школы музыки, потому что главные роли, основные роли в спектакле исполняли у меня студенты и выпускники этих учебных заведений. Которые у тебя учились. Которые учились вот у меня. В этих стенах. В этих стенах учились у меня. И кроме главной героини, роль Татьяны пела Захарова Катя. Это выдающаяся певица, это великолепная певица. Она, то есть ей равных нету. И современный человек, хороший, красивый взгляд, но в том, как она вошла в Татьяну и вдруг открыла глаза, посмотрела на этого Онегина, я увидел, что человек влюблен. А Онегина исполнял молодой парень 25 лет. Вот. Это в истории театра новшество, чтобы молодые люди пели знаменитые великие роли. Это новшество. Обычно поет... И это встретило сопротивление какое-то? Как бы, там были нюансы такие, что ко мне подходили солисты театра и говорили, мы должны петь, это моя роль. Значит, ему 50 лет, а этому 25. А герою, кстати, Онегину 23 да. В начале спектакля, потом 26. И вот спектакль, он был поставлен с расчетом на молодое звучание. Молодой дирижер, кстати, он же худрук театра, Васьковский Павел, талантливый человек. И когда вот вся вот эта история талантов и яркостей, вот, то есть молодая кровь, когда она вся воедино, можно сказать, слилась с музыкой, с историей, с сюжетом, с поворотами сюжета, со временем, когда они возникли вдруг декорации, которые сделала Сарпелана Иванова. Вот. Это оказалось для нас, для артистов, это оказалось победой. И вот Евгений Онегин, он оказался очень современным, он очень молодым, он понравился молодым, он прозвучал по-молодому. И это оказалось самый пик этого творчества. Кстати, Чайковский так и думал. Он задумывался о том, чтобы сделать Евгения Онегина, и чтобы его сыграли студенты учебных заведений. И первая премьера этого спектакля была с молодыми исполнителями.
То есть фактически мы сделали все, как хотели авторы Александр Сергеевич Пушкин и Петр Ильич Чайковский. Ленскому 19 лет. Молодой поэт разозлился, сказал: я тебя, ты никто, я тебя уничтожу. Полупьяный, значит, с бодуна Онегин сказал: да ты кто такой вообще, что ты лезешь? Не лезь, я тебя убью тебя, просто прибью тебя. Тот сказал: нет, я тебя вызываю. Тот вышел и убил его. Это же история сегодняшнего дня. И то, что она исполнена молодыми, это, ну, во-первых, это написано авторами, написано, ну, это шедевр. И по тексту, и по всему, и по строению образа, как он из себя, этот Ленский. Ну, это чрезвычайная трагедия. Живая трагедия, такая же, как Гамлет, такая же, как Ромео и Джульетта. Какая самая запомнившаяся охота? Или какой самый большой удачный охотничий трофей? Ну, большой охотничий трофей — это, конечно, сахатый. Лицензионный. Это вот обязательный момент. Конечно, самая запоминающаяся охота это в детстве, когда мой отец нас привозил, мы ехали в поселок Тёхтюрь на мотоцикле «Урал». Он высаживал меня и говорил: ты идешь по этой стороне дороги, а брату говорил: Саша, ты идешь по той стороне дороги. И вот по той стороне дороги косогор уходил вниз, а я остался, как бы тоже уходил вниз, потом поднимался наверх, шел. И вдоль леса до Тёхтюря шел по горе, по распадкам небольшим. И вот один из прекрасных моментов был, что я начал спускаться вниз, недалеко уже от Тёхтюря, ну, метров 500 до поворота по Покровскому тракту. И спустился, через распадок спустился, и вдруг увидел косули. На горе вот стоят, посередине горы. И мне было 12 лет, у меня было ружье 16 калибр. Я поднял, выстрелил и взял трофей. И притом он оттуда скатился прямо ко мне в руки. Твой отец, великий якутский актер Лазарь Сергучев, исполнитель роли красного шамана аюнского. Это в свое время для того поколения это была культовая личность. Это, я не знаю, наверное, по рассказам моей мамы и моего деда, это был человек, как, не знаю, когда он куда-то приезжал, это было как Майкл Джексон приехал. Вот, ну, наверное, вот такого уровня была популярность. Вот эта страница, она для тебя трагедия, комедия, как бы ты хотел о ней Нет, вообще рассказать? все страницы в моей жизни — это драма. Драма. Ага. Да. Тогда, ну Всё, хорошо, что теперь связано- слушаем драма, всё, что драма связано- Лазаря Сергучева. Все, что связано с моим отцом, это там всего полно. Это трагедия, это драма. Там нету никакой комедии, никогда не могло быть, потому что он человек-легенда, человек, на которого засматривались все девушки мира. Он и первый призер по лыжным гонкам в международном соревновании. Ничего себе. Да. Притом он он первый, не то что великолепный лыжник, он великолепный певец, он прекрасный сказитель лонхо, он великолепный актер. Юрий Соломин написал как-то, он своим ученикам сказал, что я один раз видел якутской студии, и там был Тибальт. Они играли, там был Тибальт, и я увидел такого Тибальта, которого я не встречал в жизни больше ни разу. А вот этот Тибальт был мой отец. Он учился в Щепкинском, закончил у Веры Пашены. То есть это великолепная школа, это великолепное образование, это плюс его абсолютно
абсолютно земляной талант от земли. Он великолепный охотник. Друзья его по охоте называли Лаарбарда. Ой, Таяхбарда, Таяхаджара. То есть его называли лосем, сахатым. Он очень вынослив, очень хорошо стрелял, великолепно играл. Один раз дочь Платона Аюрского, Сардана Платоновна, с кем мне такое счастье было подружиться. Вот. Мы с ней подружились, и она расспрашивала меня о многих моментах, о том, что я делаю, что я пишу, я ей рассказывал. И она говорит: а ты знаешь про отца-то? Я говорю: что, а тебе не говорили? Я говорю: нет. Ну что именно? Сардана Платонова сказала: дело в том, что Протасов, красный шаман, он же брат твоей бабушки, матери отца. То есть он явился дядей, по-настоящему является дядей Лазаря Сергачева, и поэтому, когда Лазарь выходил и начинал, в нем все это как просыпалось. То есть все родство такое. Он мог на спектакле, не мог, а делал на спектакле, что он работал в бубен. Подожди, тогда выходит, что Карл Сергачев внучатый племянник красного шамана, получается? Выходит так. И он в бубен, он бил в бубен, говорил слова, начал, и потом начинал камлание, начинал петь, камлал, значит, и после этого он говорил в зал: спать. И первые 3 ряда падали. Притом лавки стояли, и они вместе с лавками падали на людей. Вот так, 3 ряда. То есть он, когда был красным шаманом, он был красным шаманом, Он да? был красным шаманом. Да. Уникальная способность, очень большая зависть в театре, очень много историй различных, что его пытались избить, его пытались... в результате они сделали свое дело, а его споили. Его споили, и он стал очень таким классическим алкоголиком. И в определенный момент он сказал: я ухожу из театра. Он ушел из театра и перестал пить. Вот. И он сказал: нет, все. Потом, когда у него был юбилей очередной, его театр все-таки притащил на сцену, и вышел такой уже старый человек, 70 лет, вышел на сцену, скромно улыбался, и когда он начал читать монолог то ли красного шамана, то ли говорил партизана Егорова, и он вдруг встал на сцене, начал читать, поднялся в рост, развел вот так руки, и зал обомлел, перед ними стоял молодой человек. То есть он владел вот это искусство. Что он делал, это искусство. Он делал вроде бы нормальные, обычные вещи, но то, что он делал, это искусство, настоящее искусство. Вот такой у меня был отец, и всякие разные истории, легенды, сказки про него ходят до сих пор в некоторых моментах. Мне как бы удалось собрать материалы про отца, и моя дочь, внучка Лазаря Сергачева Виктория, она издала книгу «Лагар». Хорошая книга получилась. Я думаю, что о нем еще разговор не закончился. Он еще продлится, скоро ему 100 лет. Вот, после Нового года 100 лет ему будет. И мы еще разговор о нем продлим. Вот я сейчас подумал, да, что опять-таки я такое слышал мнение, что или у меня такое мнение сложилось, ну откуда-то во мне это есть, что
до Карла Сергучева вот какого-то ритма вот этого в Якутском театре, что вот этот современный звук в Якутском театре появился с Карлом Сергучевым. Это не бубен ли красного шамана вот это воплотился в современных технологиях? Ну, бубен красного шамана воплотился в современных технологиях в театре оперы и балета. Да, в театре оперы Когда и я стал балета я художником. постепенно перехожу к теме Геннадия Сотникова и вот тех 80-х. Гена Сотников – это гениальный человек, который создал, который лежит в основе создания нового искусства театра в Якутии. Тот самый «Пеги пес, бегущий краем моря», тот самый легендарный спектакль, который просто повернул всю театральную историю и ситуацию. Вот этот спектакль был нарисован Геной Сотниковым. Все герои были выведены из-под руки Геннадия Сотникова. И гениальный Андрей Борисов написал шикарную пьесу. Вот. И великолепно перевел завлит театра Дмитриев. И, значит, мне удалось принести в этот спектакль, внести новую музыку. И это была музыка Эдуарда Артемьева. Он еще не знал о том, что я его музыку использую. Я эту музыку стащил в ГРДЗ, то есть в радио, в здание звукозаписи российского радио. У меня там работал однокашник. Вот. Мы там сумели тихонечко там, сунуть немножко денежки за тот материал, который они используют. И они записали целый километр такой пленки. И этот целый километр под плащом сзади запихал. И я так его бережно вынес аккуратно из дома радио Москвы и привез в Якутск и сказал, вот музыка к этому спектаклю. Этот спектакль появился у нас с Андреем в башке одновременно. Я пришел к Андрею, и у меня роман «Газета» лежал в кармане плаща, а Андрей, у него лежала книжка. И он говорит, ты знаешь, что я поставлю? Я говорю, я знаю, что ты поставишь. Ты будешь ставить вот это, вынимаю ему роман «Газету», открываем, «Пеги пес, бегущий краем моря». Он вытаскивает книгу, открываем, «Пеги пес, бегущий краем моря». И мы с этими двумя, значит, изданиями... Это мистический вообще. Да, мы пошли стали продумывать, стали налаживать какие-то связи, какие-то моменты, дошли, значит, информация дошла до Айтматова, и он сказал, ну пусть ставят молодые ребята, что. К тому времени уже был снят первый фильм по этой повести, плохой фильм, неинтересный. Мы поставили спектакль, и Эдуард Артемьев вдруг зазвучал, и когда театр услышал эту музыку, все сказали, а как мы ее воспроизведем в театре на премьере? Я принес в театр свои колонки, свой усилитель, 3 магнитофона, такие бобины, катушечные магнитофоны. Из дома принес? Из дома принес. И сидел на 3 этих, и меня посадили в зал, там в кармане сбоку в Сахатеатре старом. И я оттуда включал музыку. Я помню, что у меня был... То есть в театре даже не было аппаратуры Брик 100 у меня был усилитель. для воспроизведения современной музыки того времени. Она была стереофоническая, поставил колонки, 2 колонки по 90 ватт поставил на сцене, и мы выдали все это в театре. Как сейчас говорится, биты. Биты. Но музыка была не только Эдуарда Артемьева, там был еще Tangerine Dream и Вангелис Папатанасьев. Там было 3 автора музыки в этом спектакле. Хороший спектакль. Мы потом с Андреем сделали вместе еще 8 спектаклей. Ну это, наверное, даже в Советском Союзе это было что-то новое. Да, это было новое, потому что мы сразу получили государственную премию СССР. И карьера Андрея Савича с этого момента стартанула. Нет, она не стартовала, потому что он был художником, и
ему было все равно. Когда он стал депутатом, он еще оставался тем самым интересным парнем. А когда он стал министром, что-то в нем такое произошло, что-то в нем такое загадочное. И в нем потерялся режиссер. В министре пропал режиссер. Замечательный, великий режиссер растворился в другой личности. А как Геннадий Сотников появился в А Якутии? Гена Сотников, он появился так, что наш однокашник Вася Скорик, он притащил своего друга Володю Космачевского, драматурга. И когда мы стали ему рассказывать, он говорит: а что вы ищете, какой вам нахрен художник? Вот есть Гена Сотников. И притащил Гену Сотникова к нам в квартиру. Гена такой пришел, мы открыли очередную бутылку, значит, сели, и тот сказал: ну вы что, ребята, чувство, это же балет. Как его ставить, этот драма? Это же балет. Ну, не знаю, я подумаю. И придумал такое решение. И мы сказали: да, это интересно, это хорошо. Там лодка на круге театра, она крутится так и как бы. А потом Гена приехал уже в Якутск знакомиться со всеми. Это был дипломный спектакль Андрея. Гена привез другой макет, и эта лодка зависла в воздухе, и черные люди толкнули ее вперед. На носу лодки стоял Кириска маленький, Ефим Степанов. И он взлетел над залом, и зал не просто замер, зал упал в обморок. И вот так эта лодка вылетела и летит до сих пор. Серега, друган мой, Ну, как я тебя рад видеть. аналогично. Привет. Привет. Будь любезен. Это тебе. Ой, спасибо. Ну раньше так. Я тоже прихватил. Ну, Раньше моложе был. Левая сторона. да. Самое интересное путешествие. Самое интересное Или путешествие. запомнившееся. Ну, конечно, самое яркое путешествие это было Мексика, где мы гастролировали. Вообще, наверное, все, путешествия. И Германия, и Финляндия, они все были какие-то такие очень яркие. А из недавних? Из недавних мне нравится ездить в Аймекон. Едешь в Аймекон, так смотришь по сторонам и как-то и дышишь этим воздухом, А какая часть Аймеконской дороги? Та, которая идет по равнине, или та, которая идет по горам? Конечно, по горам красивее. По горам красивее и... После Хандыги там начинается, да, вот это? Да. Понимаешь, дело в том, что вот я много ездил. Вот ездил, например, из Москвы в Грозный на машине мы ездили. И едем по Кавказу, и я вот еду по Аймекону, смотрю, и он красивее Кавказа. Вот просто красивее. Спускаешься в долину, приезжаешь в сам Аймекон, вот, начинаешь как-то осматриваться по сторонам, и вдруг понимаешь, что жизнь-то была непростая у Аймекона с ее с теми условиями, которые были там построены. Вот. Особенно вот там, кстати, есть замечательный музей ссыльных. Вот. Там есть места, где прямо видно, что вручную это выдалбливалось. Да. Я все время представляю, что маршал Рокоссовский там стоял Очень в Кайлу. очень интересная поездка на Колыму. Очень люблю ездить на Колыму, особенно в Верхнем Колыму. Вот. Зырянка, Нелемная, вот. Ясочная речка, которая впадает в Колыму, по которому ходили к Магаданскому хребту. И
Вот по Колыме, как помню, я одного друга повез на Колыму, и мы приехали в лагерь брошенный. И там вот все эти бараки, они наполовину ушли в землю. Просто вот стоят, они уходят, ушли в землю. И мы там через какое-то окно как-то где-то зашли в один из бараков. Вот это оказался клуб. Колымский клуб такой. И там стоял бюст Ленина. То есть ничего не сохранилось там, только бюст Ленина. Интересно. Нет, все поездки интересны, все поездки, все путешествия. Даже вот такие туристические путешествия, проезды, когда мы с Ланкой любим ездить по всяким разным. Мы ездили отдыхать в Болгарию к друзьям, вот, в Париж, там, в Барселону. Просто это все интересно, все запоминаешься, и все как-то очень. А когда вы вдвоем, это очень трогательно, очень, очень душевно. Ну давай вот Александр Македонский, да, 2008 год. Ты опять после долгого перерыва выходишь на это, да? Да, Андрей мне Ты позвонил. становишься художественным руководителем театра оперы. Нет, не так. Андрей мне позвонил, сказал, съездим со мной к одному композитору. Вот. Ты знаешь же, о чем говорить. Вот. А я не умею, не понимаю, я вообще музыку не понимаю. И я говорю, ну поехали. Мы поехали к Владимиру Кобекину в Екатеринбург. У Володи провели в результате, 2 дня мы в Екатеринбурге провели. И рассказывали ему про эту оперу. Александр Македонский и Соломон Мудрый сперва был. Потом возник у нас уже Кудрасов Великий. И рассказали ему сюжет, и просто разбили, и просто поминутно выстроили всю программу оперы. Ему оставалось только написать номера музыкальные. Мы ему предоставили всех артистов, которые у нас есть, провели кастинг у артистов, это было тоже интересно. И после этого приступили к репетициям. Но Андрей, как обычно, он был министром. Я отрепетировал этот спектакль, показал его, и мы приехали в Москву, еще продолжая репетировать. Я репетировал в Москве. Андрей сказал, а мне что делать? Я говорю, вон массовка, вот, это туда, это так, давай, собери ее. И Андрей начал нам собирать эту массовку, значит, и я закончил репетицию, сказал, все, показываю. И вот тогда бубен красного шамана. У меня же там шаман. Да. И шаман выходил, а этот бубен я сам прогревал, сам его проделывал, и я сделал маленькое камлание. И записал, да? Да, свое камлание нет. Я сделал небольшое камлание, отдал этот бубен Ивану Степанову. Ага. Я сказал, все, начинаем спектакль. Занавес. Мы отошли, занавес открылся, и начался спектакль. И он играл живую? Он играл живую на этом бубне. И понимаете, вот тогда бубен красного шамана-то и сыграл. По-настоящему, что независимо от того, сколько времени проходит, ко мне в руки попадает что-то, что меня возвращает в театр. На самом деле нет, театр поворачивается ко мне. Ну вот давай драмы добавим. Вот что происходило, почему то ты уходил, то приходил. Давай как-то вот это. Что за проблемы, что за сложности? Нет, сложность, проблемы, ну как тебе сказать? Это по-настоящему драма. Вот. Вот это при том, что такая жесткая трагическая история. Я не знаю, стоит ли о ней рассказывать. Ну ладно. Мы должны были поставить Нюргумбатор. Угу. Все время идет история катавасии вокруг Нюргумбатора. Мы с Аргланой сделали решение. Представляешь, якутская мельница. Вот. Как в Черкехе? Да, как в Черкехе. Ага. И вот эта мельница, значит, стоит,
из нее вырастает дерево лукмас, поверху начинают по трапам, физически это по трапам, а вдруг пролетают на самом деле удаганки в положении наклон плоскости этой мельницы – это средняя земля. Если его развернуть, то эта средняя земля ближе к небесам, а внизу подземный мир. И вот на вращении этой мельницы мы еще запрягали в эту мельницу ниргуна, которую могут взять и повернуть землю. И тогда эта опера становилась, она становилась очень эпичной. И спектакль Ниргун Батор становился не просто сказочным спектаклем, а он становился, не знаю, на уровне мировой драмы. И мы пришли к этому моменту, а Андрей, как министр, он, конечно, не может в этот момент, он не может в тот. И так получилось, что у меня появилась возможность помочь сделать фестиваль в Питере, актерский фестиваль, где я познакомился со многими очень интересными людьми. Там, дядя Женя Леонов, понимаешь, что как бы один Слава Люшин, это мои друзья из моего общения того времени. Вот. И, естественно, я увлекся этим фестивалем. Красивый фестиваль актерский получился. И Андрей, и я позвал Саргалану в Питер. Приезжай в Питер. Ей тоже было нечего делать, она приехала в Питер, и в это время Андрей вызвал Сотникова и выпустил спектакль, но в другом варианте, в другом решении. То есть без этой эпики, без ничего. И получилась такая сказка на ровном месте, которая чуть-чуть выросла. Вот последний Ниргун, он чуть-чуть вырос из той сказки, но он не смог, он не повернул мир. Вот. И я тогда сказал, я в Якутск не приеду. И меня не было в Якутске 11 лет. Вот. И как бы мы с Геной потом в Питере встретились, он со слезами на глазах просил у меня прощения. Вот. Я говорю, ты не у меня, ты у Саргалана должен просить прощения. Ну, это ладно. Выходной день на даче. Как он проходит? Или идеальный выходной на даче? Что делаешь в течение дня? Значит, я на даче посадил яблони, рябины 3 вида, значит, сирень, что-то там еще, ягоды, смородина, малина. Вот. И как-то вот за всеми этими делами с утра начинаешь там обходить, ходить, проходить. Раз и день закончился. Оно как-то, самое главное на даче, что хорошо, не торопишься. Вот этот выходной, чем он хорош, на даче никогда не торопишься никуда. Никуда ты не спешишь, никто тебя не мучает. Значит, всегда можно остановиться, постоять, посмотреть, полюбоваться на что-то, на листик какой-нибудь. Увидел такой листик и сказал, ух ты, смотри, какой интересный. Или, допустим, вот подснежники везде закончились, а на даче они только-только появляются. Тоже вот интересный момент. И они растут такие высокие, вот такой высоты подснежники, здоровые такие. Очень интересно так все. В общем, со стороны может показаться, что Карл Лазаревич бесконечно суетится, что-то делает. Оказывается, у него бывают моменты, когда он замедляется и просто смотрит, наблюдает, как растет яблоня. Да, и кстати, вот яблоня как-то неплохо растут. Давай вот вернемся чуть-чуть к опере Ниргун Батор. Вот Сору Маллан
43-й год. Вот эта история, Ну, как бы вообще начало оперы нет, Нюргенбад. ну как бы это не начало, ну на самом деле это начало оперы Нюргенбаттер. Первый раз услышал я о Нюргенбаттере, естественно, от отца. Я еще играл, значит, как бы, я еще играл в этом спектакле, в старом спектакле Саха-театра, был маленьким ребенком, и сзади Нюргенбаттер и Аламоус, они начинают биться на мосту над огненным озером. И вот мы, дети, изображали битву этих. Я, естественно, побеждал, тот падал. Вот это было мое первое отношение к Нюргенбаттеру. Это мне родной спектакль. Его так просто не обойдешь. Ладно. А второй раз я услышал о нем, когда Дмитрий Кононович мне сказал, что я вам сейчас расскажу историю Нюргенбаттера. И он рассказал мне о том, что они задумали с Марком Жирковым, о том, как они это дело воспроизвели, как это дело получилось, как был создан музыкальный спектакль, вот, в котором играл один из первых исполнителей Лазарь Сергачев, кстати, Нюргенбаттера. И он рассказал мне о том, что были собраны деньги и был куплен танк, который вошел в бригаду, была такая от Республики Саха-Якутия, да, тогда от Якутской ССР, вот такая бригада была, танк вошел туда, и они вошли в Берлин, понимаешь? На сборы от этого спектакля. На сборы от этого спектакля и от взносов людей, которые вокруг этого были. Ну, я слышал, что вот один танк был куплен именно на деньги вот только Да, Нюргенбаттера. было дано 100 спектаклей. Да, и с вот, аншлагом. да, и 100 спектаклей, деньги все со всех 100 спектаклей были собраны и уже... То есть актеры, получается, там бесплатно работали, да? 100 спектаклей дали. Фактически да. Фактически да. Ну, тогда время было такое героическое, и люди были по-настоящему... Ну и зал-то там был маленький, не такой же, как в этом здании этого. Знаешь, я говорю, я задал вопрос Дмитрию Ильичу, говорю, зал тогда же был маленький. Он говорит, ты знаешь, он вмещал больше 500 человек. Люди становились на балконах везде, по стенкам, по всему. На этот спектакль стояли и слушали этот спектакль, и потом, то есть все время заходили. Ну, как бы, навряд ли есть современные спектакли, которые могли бы пройти 100 раз. И он к тебе приходил специально для того, чтобы вот об этом Да, с рассказать. учетом того, что я сидел на 4-м этаже, и он по лестнице заходил на 4-й этаж. Очень было интересно. Садился так садился, ногу всегда так поправлял. Так, и молча долго смотрел на меня. Говорил со мной на русском, говорил со мной на «вы» и говорил: «Карл Лазаревич». Ну, он в гостях у нас дома был несколько раз, к отцу приходил. Вот, и он говорит: вот я вам хочу, так, я вам сейчас расскажу. И начинались повествования, которые были частью истории, великой истории о великом времени. Политический вопрос. Вот как отразилось вот этот исход иноагентов и снижение их влияния в России, да, иноагентов, на театральное искусство? Короче говоря, смотри, вот что произошло. Вот жили-были там журналисты, театральные деятели, вот все вместе, да, в России. Здесь в России жили, работали, там все такое. Потом происходит спецоперация, и часть из них уезжает за границу и начинает оттуда вести антироссийскую пропаганду. И они как бы снимают маски
И мы увидим, что это были предатели. Всю жизнь они были против нашей страны. И что они здесь жили, они занимались этим. И туда уехали, они это раскрылись. Понимаешь? Вот я так вижу ситуацию. То есть я раньше их, людей, которых считал так называемыми независимыми журналистами, они сейчас туда уехали и начинают там собирать деньги для украинской армии. То есть они были изначально, так сказать, враги и предатели. Еще когда здесь жили. Просто мы об этом не знали, они в общей массе ходили. И вот сейчас эти люди уехали. Это хорошо или плохо? Конечно, Или как это вообще влияет? нет. Если в таком контексте говорить, те, кто уехал, да и Бог с ними, слава Богу. Нет, есть те, кто просто уехал по каким-то личным причинам, но вот те, кто уехал и вскрылся, вот я вот об этом, вот их влияние, вот, допустим, на театральное искусство ты чувствовал? Вот ты знаешь, я тебе скажу, вот я путинец. Вот я вот конкретно путинец. Вот. У меня даже с некоторыми из моих знакомых и родственников возникают небольшие конфликты. Вот что он сделал, что, где, как. А тот мир, который переломился, перелопатился, значит, тот мир, который фактически был продан, фактически, и люди-то остались те же самые. И вот когда он пришел, люди были все те же самые. Да, И вот на сегодняшний день еще 70% людей да, те же самые. да. Но 30% уже нет. Понимаешь? Вот я думаю, пример что- приведу Невзоров. Вот он же, вот, если сейчас его посмотреть, что он делает, то есть понятно становится, что он и раньше был, то есть это он вносил в себе вот это враждебное отношение к народу, с которым он живет. Он ненавидел Россию. он всегда. Он людей не любит. Да, да, Понимаешь? да. Не, ну и вот такие люди жили среди нас, работали, у них было творчество какое-то, они Нет, там я- руководили театрами, там, Нет, и что-то. понимаешь, конечно, я-то понимал Невзорова в то время, я понимал, что он гад. Просто вот. Вот ведь об этом. гадюка, Да, понимаешь? да. Вот ведь гадюка. Я понимал, что он гад. И у меня никакого сожаления по поводу Невзорова нет. То есть то, что сейчас происходит, это еще не победа. В общем, ты согласишься с тем, что сейчас происходит, что-то похожее на вот то, как когда Советский Союз, ты сейчас сказал, да? На 91 год. То есть Союза уже нет, а 70% людей, они те же самые сидят. Да, да. Союза нет. Так дело в том, что Союза нет, России еще нет. Что мы находимся в зарождении чего-то, какой-то новой страны. Да. И слава Богу, есть такой руководитель, Владимир Владимирович, и я ему верю. Ему же надо выбирать, а выбирать некого, не из кого. Потому что места захвачены, зацеплены, выкуплены, прокуплены, проплачены. И вот люди на них сидят, и они с полной уверенностью того, что они делают. Вот. И они пытаются угодить. Но почему-то все пытаются угодить Путину, а не народу. Вот что все дело. Еще Россию построить надо. Это не так просто. Вот то, что сейчас идет вторая линия строительства по БАМу, это очень весомый аргумент. То есть связь Дальнего Востока с центром станет очень быстрой. Тот же самый мост, который у нас возникнет, это отсюда пройдет дорога до Магадана, и связь, она мгновенной станет, понимаешь? И я думаю, что он этого добьется. Я всецело прямо. Владимир Владимирович, вперед. Сарглана. Блог будет называться Сарглана. Мелодрама Сарглана. Да. Сарглана. Получится там мелодрама или там... Я вообще-то, как тебе сказать, редко говорю на такие темы. Сарглан это... Я даже не очень помню, как мы поняли друг друга. Наверное, все-таки от работы над спектаклями. Это 85-й год, когда мы поставили вот «Вам где была весна», когда мы поставили... Ну, у Сарглана же и отец выдающийся театральный художник. Она... Он первый профессиональный, именно профессионал. Владимир Иванов. Владимир Давыдович Иванов, да.
И автор герба Республики Саха-Якутия. Да. Ну, а до выдачи надо говорить, это еще нужно часа 3. Значит, да. Не, ну вы, получается, оба театральные дети, да? Да, мы театральные дети. Ну, во-первых, мы знали друг друга с детства. Не знаю, с самого рождения. Мы просто знали друг друга. То, что мы окажемся друг с другом вместе, это явилось для нас неожиданностью. Это какая-то встреча, как-то мы посмотрели друг на друга и не захотели расставаться. Просто. И вот, И не расстаетесь уже сколько лет? ну, 40-то уже, наверное, уже где-то под 40 лет. И вот тут такая штука интересная. То, что она оказалась грандиозным художником, то, что ее видение мира оказалось... Я в своих словах не мог выразить видение мира, а она мои слова же выражала для сцены. И у нас все спектакли, у нас нет ни одного плохого спектакля. У нас все спектакли выдающиеся, и все спектакли по полной, ну сказать, если по полной стоимости, они бесценны. Она тихий, очень тихий человек. Если она становится громкой, то, ребята, тут туши свет, пожар, это не то слово. У нас только это видение мира. Вот мы с ней делимся друг с другом видением мира. Она может, этот весь мир может уложиться на ладошки. Можно так раз на ладошку положить весь мир. Вот так его по частичке выбираешь что-то из него, можешь сделать одну историю, что-то добавляя, можешь сделать другую историю. Понимаешь? У нас... Вот любая работа — это в любом случае конфликт. Вот столько лет вы вместе работаете, столько прекрасных спектаклей поставили. Вот как это вам удается вот это совмещать? Ну, Есть вообще там конфликт, вот когда муж и жена вместе работают? Нет. Во время работы? Нет. Нет. Его не может быть. Как он может быть? Какой конфликт? Она говорит, а вот здесь я сделаю такую рамочку и вешаю такую рамочку из лампочек в театре. Я вдруг понимаю, что вот она сцена, где произойдет смерть бояться. Какой конфликт? Ну это хорошо, ну, допустим, 90% случаев вы соглашаетесь. А есть вот когда вот разногласия? Мы сели с ней на паром, отъезжаем от Якутска, паром так разворачивается, а она там что-то себе подправляет там бровки или пудрой, что-то в зеркало смотрит, он говорит, ой, говорит, посмотри, здесь же смотри, вот она русалка. Я говорю, какая русалка? Посмотри, я смотрю, а там, значит, аппарель поднялась, и она вот так крутится, вертится, как на сцене театра. Паром же разворачивается. Я говорю, елки-палки, вот это же спектакль, все. Какой конфликт? Только радость, понимаешь? Вот. В Евгении Онегине, казалось, было, она говорит, поставите золоченый мост такой, не мост, а лестницу такую золоченую, уходящую туда, в какой-то замок или в небо, или куда непонятно, куда Татьяна уйдет, а Онегина не пустят. Понимаешь? И вот смотришь на нее, и казалось, была вот эта сцена без или вдруг якутский такой, типа якутской изгороди появляется, в Евгении Онегине стоит якутская изгородь в 2 ряда. И думаешь, потом начинаешь смотреть, где село Михайловское, ты, елки, изгороди-то такие же. Понимаешь? Вот какой конфликт? Нет, это дополнение, наоборот, мы можем дополнить друг друга. Наоборот, мы дополняем друг друга, и даже не совсем понятно, кто что придумал в результате получается.
Но гениальность художника заключается именно в том, что он обогащает режиссера. Он делает его... Артист после художника становится героем. Понимаешь? Режиссер после художника просто открывает миры и может их взять, выложить на сцене, сопоставить этого героя и эту атмосферу с этой музыкой. Это... Нет, я не помню ни одного спектакля, где мог бы быть даже намек на конфликт. Она может сказать: нет, ты не понимаешь. Мгм. Вот, и продолжает делать свое дело. Потом смотришь на это дело и говоришь: елки-палки, черт, я же не понял это. А вот это вот, давай мы вот так сделаем. Она говорит: а точно, это давай так. И все. Ну, то есть даже ссоры не получилось. Нет, это нам очень... Мы театральные дети, мы театральные люди, мы театральные... Мы театральные во всем. Наш мир — это театр. Мы в быту даже театральные. Самая необычная вещь, которая лежит у тебя в холодильнике. У меня в холодильнике лежит юкола. Ну, это нормальная, обычная вещь. Ну, самая Мне необычная... ее привезли как раз друзья из Нелемного. Вот. Свеженькая такая, ой, сказка. Да нет такого, что там лежит что-то необычное. Там- Вообще, самая необычная еда, которую ты ел, вот экзотическая или вот, которая оставила яркое воспоминание. Яркое воспоминание от еды. Губа лося, нога медведя или что-то такое. Нет, или ну, еще более... Губу лося, ногу медведя, это все ел, это все обычно. Это каждый день на завтрак. Да. Не каждый день, но как бы Не удивишь. не удивишь, да. Самая необычная еда, которая была, кстати, в Мексике, мы попросили просто сварить там говядину. Потому что там все острое. И вот в Гуанахуато, хороший городок, мы были в гостях у Тореадора, были на кориде, смотрели, как он работает. И тот бык, которого он убил на кориде, Мгм. его взяли, привезли к нам и стали готовить. И вот интересная штука. И вот такой здоровенный кусок мяса, говядины, вот свежий, приносят на большой такой тарелке, приносят к нашему столу. И Христофор Сметанин говорит: ну давайте ножи, я поделю, сейчас начну. И те говорят: нет, это одному. И ему ставят, он отрезает и говорит: а мы попросили приготовить без специй, без ничего, просто бульон подсолить и все. И нам вот в таких пол-литровых кружках принесли бульон, вот это мясо и хлеб, очень вкусный хлеб. И вот это было самое необычное. Вот. А так, если, конечно, да трудно сказать. Вот, ну, в Сычуане, да, допустим, там в кафе заходишь, в кафе стоят две чашки здоровенные. Одна полная риса, а вторая полная лапши. И тебе приносят таких маленьких таких пиалках штук 20, наверное, разных там. Мясо, рыба. И вот, что хочешь, что ешь. Все это стоит $1. Но это в том году. Да, ну, в том году, да. Сейчас так нет уже, такого нет уже. И это в чайхане. И ты берешь, кладешь себе лапшу или рис, придвигаешь себе эти чашечки, там такую-то будешь есть. И совершенно китайские обслуживающие
Они даже не смотрят, что ты ешь. Они просто получают с себя $1, и ты уходишь. Всё это- Постепенно переходим к табаку Гаврилова. Как появился табык? Я много лет был худруком этого фестиваля. Значит, да. Табык, значит, придумали ребята Дима Васильев и Саша Ермолаев. И они пришли к Антонине, значит, Корякиной. Она была за отделом культуры, пришли к ней и сказали: вот давайте сделаем вот такой фестиваль под названием «Табык». Потому что до этого было название такое, вокруг которого что-то зарождалось, что-то такое происходило. Сахарок. Сахарок. И как бы такое, а они говорят: нет, надо сделать фестиваль и назовем его «Табык». И они создали этот фестиваль. Я в это время не был в Якутске. И вот когда я вернулся в Якутск, встретился с Тоней, она говорит: табака-то нету уже. Я говорю: куда он девался, он же был. Она говорит: ну, как-то, что-то, где-то. А я, значит, это был 2004 год, и я тогда встретил чолбонцев, и они, Сашка Чолбон меня все время называл Сантана, я говорил: Карлос Сантана, тебя битуют, бей люди. Ох, Чолбон, ох, кто-то, ох ты. И, значит, а я до этого как бы очень здорово, сильно дружил с Айталами, с Юркой Спиридоновым. Мы говорили о формировании музыки, о том, как она делается, что делается, откуда что берется. Вот. У него тогда был уникальный, в общем, выдающийся состав был у Айтал. И вот Чолбон умерший, я взял и решил этот Чолбон вытащить из той могилки, которую они себе выкопали. И поехал в Верхнеемилюйский улус, и приехал, значит, в клуб к Сашке, он в деревне Батта, и там в клубе, он был завклубом. Окошки красил гуашью, цветной краской покрасил окошки гуашью. Он говорит: ну что, скучно же, окошки покрашены, такие красные, синенькие, зелененькие. Вот красота же, значит. И я там нашел Анамолия, который был в глубокой деревне, работал ветеринаром. И говорю: давайте-ка, и я каждому по отдельности говорил: давайте-ка соберемся в Якутске, дадим концерт. Они, Анамолия говорит, все согласились, все как-то: да, вот действительно, как бы, можно, и где, как. Анамолия говорит: а я не могу, меня не отпустят. Я говорю: давай так, я звоню в Якутск, и там у меня в Минсельхозе работал друг. Я говорю: может Минсельхоз вызвать Анамолия из деревни в командировку на 10 дней? Тот говорит: легко. И приходит, значит, телеграмма с Минсельхоза, Анамолия отпускает в эту командировку, по-моему, даже проезд оплатили. И я их собрал здесь. Здесь, в Якутске, я зашел в Саха-театр и сказал: ну-ка, ребята, дайте-ка мне один день. А говорит: а у нас нету. Я говорю: нет, у вас есть в году один день, которого нету. 29 февраля. Вот 29 февраля дайте мне. И они отдают мне 29 февраля и дают еще, потом освобождают, и 28 тоже дают. И я, значит, привожу их в Саха-театр, при том, что такая история, как бы, вызываю парикмахеров, звоню в магазин обуви хозяину и говорю: знаешь такую группу Чолбон? Он говорит: знаю. Я говорю: у них обуви нет. И он дарит ему, всей группе дарит по одной паре той обуви, которую они выбирают. Они пришли в магазин, выбрали шикарную обувь. Значит, Чигинаров Артур был директором магазина. И
как-то это все... Дали концерт, и этот концерт, было 20 минут аплодисментов с криками «Ура!». Были, и Тоня говорит, давай делаем табык, восстанавливаем его, ты худрук. И я стал худруком табыка, того самого табыка, и, кстати, запись этого концерта у меня есть. И, значит, с тех пор мы долго-долго, все время, это большое дело табык, но оно как-то, оно отстает от времени. Я вот пытался в табык затащить Ивана Тарасова. Да, у нас Значит, здесь он был у нас, Иван Тарасов. он был ведущим табыка. То есть, а потом я так понимаю, что Иван должен был проникнуться темой рока и рок-н-ролла. И много-много деяний, которые он начал потом вершить, именно к этому стали сводиться. И, Ваня, я, кстати, приветствую вот это твое движение и то, что создается твоя компания, что вот ты имеешь возможность общаться с людьми через интернет. Да, я немножко расскажу нашим зрителям, что вот Иван Тарасов уже отснял 5 выпусков, что называется «Квартирник Арктики», а до этого 10 лет он выходил на НВК как Терминатор Рон. И вот этот новый формат «Квартирника Арктики» — это живой звук и молодые энергичные рок-группы. Там Сунтарского улуса, Я Ветлюйского улуса. присутствовал на этом квартирнике, да. Сахалете хатуяхам хатарана эрки, понимаешь? Он тоже пытается, как Карел, возродить табык. Понимаешь, что тоже едет туда в Улус, собирает людей. Я скажу тебе так, на сегодняшний день табык собирать нельзя. Угу. Его не нужно собирать, его нужно делать заново. И делать абсолютно в новом формате. Вот тот формат, который может развить и сделать Иван, это достойно. И это соответствует времени, уже не будет опаздывать. При том, что у нас есть некоторые имена, где рок-н-ролл, якутский рок-н-ролл, якутский рок, который такие, наверное, и называется табык, да? Он оживет, он живой, он очень такой. Вот у Кирилла Третьякова можно сотню молодых ребят, которые играют достойную музыку. Именно достойную музыку. Понимаешь? Это только у Кирилла Третьякова. А если вспомнить некоторые традиции вилюйских улусов, включая и Сунтар, и Верхневилюйск, и Вилюйск, включая Нюрбу, если заречные районы взять, Босс, его дети, у Босса десятки людей, десятки ребят, которые играют. А если включить всех этих китов, таких музыкантов, как Перетертов, как тот же Юра Спиридонов. Ну, у нас перед глазами... Алеша Егоров. Не, у нас перед глазами стоит успех Альберта Кувезина, да, который вот недавно он, что у него было, он вышел вообще на мировой уровень, там, Да? вот буквально в прошлом году или в этом году. Да нет, он на мировой уровень вышел давно. Нет, в смысле, но он имеется в виду, он утвердил себя. Был какой-то инфоповод, Да. мировой инфоповод он создал. То ли его Apple пригласила, то ли еще что-то, короче, клик. В общем, он прогремел на весь мир. Альберт Кувезин – это человек, который всегда приедет к нам и скажет: ребята, чем я должен помочь? Вот. Рубаху отдать, он снимет ее так, отдаст и скажет: что еще надо? И будет делать, и будет помогать, и будет… Не, ну вот этот, он же прямо верит в якутский рок. Да? Он верит в якутский он рок, уважает он верит в якутский якутских людей, он верит в меня. Он поверит в Ивана. Он В общем, очень скоро на подъем. Я пытаюсь сказать, что потенциал якутского рока, мне кажется, до конца не реализован. Он может выйти на мировой Нет, уровень. сейчас
Сейчас Иван создал такую систему, где якутский рок начинает реализовываться. Именно реализовываться. Вот Иван правильно говорит, что, конечно, вот есть какое-то такое отношение эстрада, попса, то все, но упаковывать нужно. Нужно снимать, нужно купить им ботинки, я не знаю, нужно там... Нет, как бы упаковка это все дело десятое. Это дело как бы Продюсирование. продюсирование, вот это да. Но грамотное продюсирование это самое тяжелое в современной музыке. Грамотное продюсирование. Потому что мировой рок, не только российский, русский рок, а мировой рок, в нем не всякие продюсеры выживают. Понимаешь? Их почти что нету, продюсеров. А у нас в Якутии должны появиться такие, чтобы мы могли сравняться с музыкой Альберта Кувезина. Поэтому все для этого есть. Понимаешь, я человек, которому нельзя, который не должен раздавать советы. Я человек, который нужно использовать для того, чтобы сделать это дело или то дело. Понимаешь? Я должен взять этот какой-то кусок, вот так, провести его, вставить на место. Иными словами, ты хочешь принять участие в нашей работе? Да независимо от того, хочешь ты это или не хочешь, придется. Мы никуда от тебя не денемся в любом случае, да, ты хочешь сказать? Вы, понимаешь, какая штука? Вы не то, что от меня никуда не денетесь. Ваши идеи не найдут должного объяснения без моей мысли.